Привет, девчонки! Это мастерская программы «Зеркальце». Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня творит Эльвина. Привет! Мы, как всегда, полны идей и приготовили для вас еще один мастер-класс. Сегодня сделаем загадочных зверьков из пары носков. Это будут зайчики. Для работы можно использовать и колготки, и чулки, и варежки. А если фантазия разыграется не на шутку, даже перчатки. Достаем ворох исходных материалов. И приступаем! Итак, нам понадобятся носки, вата для наполнения, нитки, игла, клей, ножницы и швейная машинка. Для начала возьмем носок и с помощью мыла нарисуем на нем V-образный вырез. По этому контуру прошьем на машинке. Набьем наш носок синтепоном. Кстати, носки никогда не шьют, только вяжут, даже самые тоненькие, капроновые и те вязаные. И если их зацепить, то петля поползет по всему носку. Точно, как на капроновых колготках. Кто и когда придумал вязание, сейчас уже никто не знает. Говорят, что началось оно с изготовления носков и чулок. Самый старый вязаный носок нашли в Египте, ему уже много тысяч лет. Египетские вязаные носки были довольно забавными, а вязали их так, что большой палец ноги был отдельно, как на варежках. Со временем люди научились вязать и другие предметы одежды, а шотландские моряки придумали вывязывание красивых многоцветных узоров. Почему моряки? Да потому что в средние века вязание женщинам не доверяли, это было исключительно мужское занятие. Ручная работа всегда была в большой цене, и позволить себе вязаную вещь порой могли только короли. Стоимость пары вязаных чулок была тогда равна годовой зарплате сапожника. Кстати, королевские вязаные чулки и блузы в средние века были настолько качественными, что прекрасно сохранились до сих пор. В конце 16 века был изобретен вязальный станок, тогда вязаные вещи стали доступны каждому. Главное в нашей поделке сделать красивые длинные уши. Давай придадим им форму. Давай! Осталось самое интересное. Давай сделаем мордочку. Я сделаю курносый носик.
Первые колготки в СССР появились 50-60 лет назад. Стоили они по тем временам баснословных денег. Именно поэтому они были большой редкостью и даже роскошью. Колготки берегли, занашивали до дыр и изобретали способы улучшения их прочности. Например, сразу после покупки клали их на некоторое время в морозильник. После этого колготки дольше оставались прочными. Если вы постоянно рвете капронки, можете тоже попробовать этот бабушкин метод. Теперь приклеим глазки с помощью термоклея. С термоклеем работаем аккуратно. Заяц у меня похож на губошлепа. Так даже интереснее. Сделаем прическу из обычной пряжи. Кстати, об укладках. Настало время мастер-класса по прическам. Смотрите в оба, девчонки. От виска берем пряди и заплетаем вовнутрь. Затем слегка вытягиваем пряди. Косу закрепим резиночкой. Перед тем, как приступить к укладке волос с электрическими щипцами, волосы следует вымыть и полностью высушить. Но нельзя при этом применять мусс, так как он прилипает к металлическим стержням щипцов и портит волосы. Нижнюю часть волос с помощью щипцов накручиваем локоны. Применять металлические стержни, нагретые на огне, начали еще в Древнем Египте. В Древнем Риме их снабдили ручками из слоновой кости и часто украшали драгоценными камнями. Древнеримские щипцы называли скаламию, а мастеров завивки звали каламистрами. А позже, в XIX веке, во Франции появились щипцы Марсель, названные по имени сделавшего их парикмахера. Два металлических стержня с ручками и закрепленные посередине. Поправляем локоны и фиксируем лаком. Заворачиваем верхние пряди в виде завитушек, делаем свободный узел и приколем шпильками. И сделаем таких пару штук. Вуаля! Готово! Все готово. Пусть у вас получатся такие же милые зайчишки, но обязательно со своим характером и со своим особенным лицом. Точнее, мордочкой. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока. До встречи!